Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как водитель бетономешалки задавил велосипедиста в Казани. При повороте направо не убедился в безопасности маневра, совершил наезд. Как погибла 15-летняя девочка-пассажир мотоцикла в Альметьевском районе и найденном теле рыбака, пропавшего еще в середине марта. Покажем мужчину, который в нетрезвом виде за рулем приехал помочь попавшей в аварию маме. Я вообще здесь вон у друга был. Мама приехала ко мне в гости. Все, она выезжала, в аварию попала, я сюда вышел. А также, предположительно, 1 грамм ПВП обнаружили автоинспекторы в восстановленном автомобиле на улице Тетцевская в Казани. 7-й грабеж, угон, у меня все есть. 228 есть? Это и не только прямо сейчас. 54-летний велосипедист погиб под колесами бетономешалки. Трагедия произошла на пересечении улиц Поперечно-Кукушкинская и Магистральная. Автоинспекторы установили, что велосипедист ехал по проезжей части, несмотря на то, что рядом был тротуар. Водитель грузовой машины, выезжая со второстепенной дороги, стал поворачивать направо. В это время улицу Кукушкинская пересекал велосипедист. Вероятно, он оказался в слепой зоне, и водитель грузовика мужчину просто не видел. КАМАЗ наехал на велосипедиста задним колесом, мужчина упал на землю и ударился головой. Полученные травмы оказались смертельными. Он скончался еще до приезда медиков. 43-летний водитель управляет бетономешалкой ВАФ на пересечении улиц Поперечно-Кукушкинской с Магистральной напротив дома номер 39 по улице Магистральная. При повороте направо не убедился в безопасности маневра, совершил наезд на 54-летнего велосипедиста. Вина участников дорожного движения будет установлена в ходе следственно-оперативных мероприятий. 15-летняя пассажирка мотоцикла погибла в аварии в Альметьевском районе. Автоинспекторы установили, что водитель «Опеля» на высокой скорости въехал в мотоциклы Иж и Минск. Девушка, которая сидела сзади на одном из них, была без мотошлема. Она после столкновения упала на землю и больше не подавала признаков жизни. Несовершеннолетних водителей двухколесного транспорта госпитализировали. Сотрудники ГИБДД призывают родителей быть внимательнее к детям и не допускать их до 18 лет к управлению транспортными средствами. Тело 65-летнего рыбака на берегу реки Волга обнаружил очевидец в поселке Кызыл-Байрак в Верхнеуслонском районе. Погибший был в зимней одежде. Силовики установили его личность. Мужчина пропал еще 21 марта этого года. Со слов родственников, ушел на рыбалку на Волге в поселке Пустые Маркваши. Вышел на тонкий весенний лед и стал проваливаться в воду. На глазах очевидцев пытался выбраться к берегу на лыжах, но безуспешно. Тонкий весенний лед рыбака не выдержал. Утонувшего искали несколько дней, но результатов не было. Сейчас тело погибшего передано полицейским. На улице Воровского не смогли разъехаться кроссовер Mitsubishi и Hyundai Solaris. Женщина-водитель легковушки сначала признала свою вину. Выезжая из двора, должна была пропустить едущий прямо автомобиль. Потом от своих слов отказалась, а прибывшие на место автоинспекторы обратили внимание на сына женщины. Он приехал ее поддержать в состоянии алкогольного опьянения. Дочку встретил оттуда и еду потихоньку, 30 километров в час. И тут резко выскакивает машина, я по тормозам, и он меня бьет. Водитель Mitsubishi рассказал, на улице Воровского объезжал лужу. Говорит, Hyundai появился из двора неожиданно. Удар был сильный. Сразу после столкновения из иномарки выбежала напуганная женщина. Я виновата, сразу признала. А теперь, говорит, нет, не виноват. Считает, что, выезжая из двора, она просто обязана была уступить ему дорогу. Но по каким-то причинам делать этого не стала. И объяснять, почему, тоже не захотела. Не убедились, да, в безопасности? Ничего не буду говорить. За поддержкой женщина обратилась к своему сыну, позвонила и попросила, чтобы он приехал. Думала, что приедет на такси. В этот вечер он отдыхал в компании друга и алкоголя. Однако мужчина приехал за рулем. Автоинспекторы признаки алкогольного опьянения заметили и предложили ему пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в организме. Я вообще здесь вон у друга был. Мама приехала ко мне в гости. Все, она выезжала, в аварию попала, я сюда вышел. Нажимая старт, делайте глубокий вдох и продолжительный долгий выдох до звукового сигнала, я вам подскажу. Дуйте, 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 дуйте. Все. 631 раз. Это в 4 раза больше максимально разрешенного количества алкоголя. С тем, что пьян, мужчина не спорил. Не был согласен с тем, что сидел за рулем. Вот она как стояла, так стоит. А почему вы такое припарковали? Непонятно. А как? Нормально стоит, никому не мешает. А я буду уже на суде
доказывать свою вину. Но у стражей порядка есть доказательства. Факт управления попал на видеорегистратор Mitsubishi, который протаранила его мама. К тому же, как мужчина приехал и выходил из-за руля, видели немало свидетелей. В итоге мужчину отстранили от управления. Его «Ладу» отправили на штрафстоянку. Теперь мужчину ждет суд, и если он не сможет доказать, что не сидел за рулем, то, вероятно, на ближайшие 1,5-2 года ему предстоит стать пешеходом и заплатить штраф 30 тысяч рублей. Вероника Гайнудинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Вскоре на улице Тецовской автоинспекторы заметили 2 молодых людей, которые что-то искали в лесополосе. Найдя нужную вещь, они сели в такси и хотели уехать, но были остановлены сотрудниками ГИБДД. Мужчины стали нервничать и закинули найденный сверток под переднее пассажирское сиденье. Я не знаю, я с товарищем гулял. Сейчас приедет следствие. Кто приедет? Вот, да, вот, там вот все они расскажут. Они говорили, что ничего противозаконного не делали, якобы просто прогуливались по улице Тецовская, сели в такси и не понимают, почему их задержали. Сотрудники ГИБДД заметили этих мужчин, когда они что-то искали с фонариками в лесополосе. Развернулись, чтобы к ним подъехать. Мужчины к тому времени уже сели в такси и проехали метров 10, но были остановлены автоинспекторами. ГАИ стоит. А куда они заказали? До Кулахметова. В телефоне задержанных были координаты того места, где был оборудован тайник. Там, признались они, и нашли сверток. При виде стражи порядка сильно разволновались, прекрасно представляют последствия. 44-летний задержанный мужчина ранее не один раз был судим. Мой грабеж, угон, ничего. 228 есть? Найденный ими сверток позже нашли под передним пассажирским сиденьем такси. Его изъяли в присутствии понятых. Со слов задержанных, в свертке синтетический наркотик PVP весом 1 грамм. Однако изъятый все же направят на экспертизу, которая установит, что именно там находится. Экспертиза показала, что мужчины не врали. По факту преступления уже возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств». Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. 2 автобуса не смогли разъехаться на улице Пушкина. Они не поделили одну полосу, когда подъезжали к остановке общественного транспорта. Оба водителя были уверены в своей правоте, и пока автоинспекторы восстанавливали картину произошедшего, перекресток притягивал новые столкновения. Пассажир был 5-6 человек, а никто ничего. Все за сиденье сидел. А пострадавших ничего нет. Бабаджон рассказал, что двигался по полосе для общественного транспорта, когда резкий звук заставил остановиться. Вышел и увидел, что к его автобусу притерся другой. Они столкнулись по касательной, скорости были небольшие и люди не пострадали. Он виноват. Это мой полос. Я прямо приехал, он меня вот перед меня остановили, я не знаю почему-то. Однако водитель второго автобуса своей вины в аварии не признает. Уверен, что правил не нарушал и не понимает, почему всю вину пытаются свалить на него. На остановку пытался заехать, он вообще был сзади. Он прижимался к забору, чтобы меня объехать, что ли, или что. Я увидел то, что он близко, остановился, и он начал складывать об меня зеркало. То есть у нас видеорегистратор есть, все это зафиксировано. Он, видимо, не знает об этом, решил меня подставить, что ли. А пока автоинспекторы восстанавливали события произошедшей аварии, на этом же перекрестке столкнулись 2 иномарки. Вероятно, водители засмотрелись на столкнувшиеся автобусы. Кто виноват, по-вашему? Не знаю. А вы сзади протаранили его? Да, сзади. Автоинспекторы отправили их в центр оформления ДТП, чтобы не создавали на перекрестке аварийных ситуаций для остальных участников дорожного движения. Рания Абдрахманова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Неадекватный мужчина с ножом в руках напугал жителей Автограда. Как он размахивал ножом и странно мычал, сняла камера видеонаблюдения одного из домов в микрорайоне Замеликесье. Мужчина был в шортах и с полотенцем на плече, пытался зайти в подъезд. Затем пугал жителей у дома. После в таком же виде ходил у школы. Местные жители сообщили в полицию, но к приезду стражей порядка он успел уйти. По записям с камер наблюдения стражи порядка вычислили его личность. Мужчину нашли и напомнили ему правила поведения. Так как никто не пострадал и материального ущерба нет, его тут же отпустили.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.